Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Учителями чаще всего становятся по зову сердца. Этот год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом педагога и наставника. Не так давно в Якутске определили победителя республиканского этапа конкурса «Учитель года». Желание искать новые и щедро делиться этим с учениками – вот в чем заключается задача современного педагога. О престиже профессии учителя, о конкурсе, о работе в школе поговорим сегодня с педагогами городской классической гимназии Павлом Гоголевым и Кларой Андреевой. Клара Егоровна, Павел Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, поздравляю вас, во-первых, с победой в региональном этапе конкурса. Спасибо. Расскажите, как конкурс проходил, поделитесь впечатлениями. Конкурс этот проводился в нашей республике уже 32-й раз. То есть конкурс, в принципе, не новый, но тем не менее с каждым годом в соответствии с общероссийскими требованиями формат меняется, конкурсные испытания меняют свой формат, но тем не менее самыми основными этапами конкурса это остаются, конечно, прежде всего общение с детьми, открытые уроки, классные часы. Вот. Но конкурс прежде всего для любого педагога, который участвует в подобных конкурсах, это прежде всего большой опыт, эмоции, драйв, но прежде всего именно опыт, поскольку мы общаемся с коллегами из других школ, из других районов, и, соответственно, очень много впитываем опыта, чем находиться у себя в школе, да, поскольку конкурсы дают именно общение и сетевое взаимодействие школ. А вы сами не в первый раз участвуете, да, так прям рассказываете, что это уже который раз? Но «Учитель года» является самым, наверняка, известным и престижным конкурсом среди педагогов. Но есть и другие конкурсы, я в некоторых из них участвовал, и перед конкурсом, перед началом республиканского конкурса в этом году я посчитал, и это у меня 7-й профессиональный конкурс. Клара Егоровна, а внутри школы какой-то предварительный такой отбор проходит? Вот кого выдвинуть на учителя года? Или просто учителя сами решают? Или от школы кого-то выдвигают? На самом деле работа ведется методическая очень большая. Вот, например, у нас в прошлом году был методический конкурс, назывался «Педагогический дуэт». В нем и Павел Николаевич принимал участие, и, конечно, администрация во время таких конкурсов присматривается к учителям, смогут ли они представить нашу школу на городском конкурсе. И на открытых уроках, на занятиях присматриваемся к учителям, и потом делаем вывод: да, у этого учителя достаточно хороший уровень подготовки, высокий методический уровень, и действительно его нужно выдвинуть на участие в городском конкурсе. А когда уже учитель побеждает в городском конкурсе, он представляет город Якутск на республиканском конкурсе. Так у нас и получилось. То есть, получается, все-таки школа сначала выдвигает изначально кандидатуру школы. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране, открыть прямой эфир Якутия-24 и задать вопрос в всплывающем окне. Вы в своем интервью говорили, что победа – это большая ответственность. Получается, в следующем году вы будете представлять не только гимназию, не только Якутск, но всю республику. Вот насколько это ответственно? Это, конечно же, очень ответственная, с одной стороны, почетная миссия, да, с другой стороны, это очень большая ответственность, поскольку представлять не только свою родную гимназию или город Якутск, но всю педагогическую общественность республики, это, конечно, очень ответственно. Но пока у нас предварительные планы идут, как начать подготовку уже, а конкурс будет проходить через год, осенью следующего года. А вообще вот подготовка к конкурсу, она как идет? Понятно, что там много этапов, да, как вы сказали, открытые уроки,
Ну, например, республиканский конкурс у нас в этом году состоял из 6 этапов. Все участники первым делом написали педагогический диктант, дали открытые уроки, классные часы. После этого определяется 15 лауреатов конкурса, и те проходят уже в следующий тур. И там уже мы даем методические мероприятия, мастер-классы, публичные выступления. Ну, итого, в общем, 6 этапов. Но к некоторым этапам можно предварительно как-то подготовиться, но при этом к таким этапам, как классный час, невозможно практически заранее подготовиться, поскольку тему классного часа определяют по жеребьевке накануне. Ага, ну и реакцию детей тоже, да? Да. Там же не отрепетируешь заранее. А я бы добавила, что подготовка к конкурсу, она не сиюминутная, а вся методическая работа школы, она на самом деле тоже является Да. подготовкой. У нас в школе проводится методический марафон, школа совершенствования педмастерства, методические семинары. То есть вот подготовка идет косвенная через них. Да. И, соответственно, когда уже наступает сама пора конкурса, учитель уже знает технологии, владеет определенными методиками, и остается только их отшлифовать, найти ту изюминку, которая будет отличать этого педагога от других учителей, и красиво представить ее на конкурсе. Вот как раз об отличиях я и хотела спросить. Наверняка у вас какой-то свой личный подход к обучению есть или что-то, что вас отличает от других преподавателей истории обществознания? Сложно в себе выделить какое-то качество, да? Наверное, это лучше видно со стороны, но тем не менее, все равно каждый педагог — это отдельная личность со своим отдельным другим отличающимся взглядом на мир, на проблемы образования. И, соответственно, все это отражается в личности учителя и тоже, может быть, имеет какое-то значение. Поэтому, ну, как одинаковых людей не бывает, одинаковых учителей, наверное, тоже не бывает. А я бы добавила, что Павла Николаевича отличает умение простым, доступным языком рассказывать о сложных вещах детям, фундаментальность знаний. Вот для историка это очень важно. И умение очень ярко преподнести какие-то сложные исторические факты. Это, наверное, главное отличие Павла Николаевича как учителя истории и обществознания. А вообще, какое из испытаний было самым сложным? Вот решающий тур, этот учитель-мастер, там было несколько испытаний, да? Да. Какое самое сложное было? Тут то же самое, да, сложное, ну, каждый этап был уникален, и у каждого этапа были свои какие-то сложности, но тем не менее самыми важными, конечно же, для педагога, да и для всех, наверное, это, конечно, непосредственные коммуникации с детьми, то есть это открытые классные часы и открытые уроки. То есть как себя поведут дети на уроке, если я таким образом поставлю вопрос, смогут ли они ответить. То есть наверняка вот подготовка к уроку — это, наверное, самая ответственная часть конкурса. А почему вы выбрали в свое время профессию вот это учитель? Ну, я никогда всерьез на самом деле не задумывался, кем стану во взрослой жизни, да. Просто в школе я подолгу вообще жил очень активной школьной жизнью, будучи школьником. Занимался во всевозможных занятиях, участвовал в олимпиадах, научно-практических конференциях. И подолгу, практически до окончания рабочего времени, я оставался в школе. И уже когда я заканчивал вуз, мне предложили вакансию в родной школе в Чурапчинском Улусе. И я решил попробовать. И вот с тех пор в школе и остался. Затянуло, да? Да. Конкурсантов всех отличает активная жизненная позиция. Действительно, это так. Вы ведь тоже учитель. Почему вы решили стать учителем в свое время? Ну, это была моя мечта с детства. У меня была замечательная учительница в начальных классах, Тутарикова Альбина Александровна. Мне очень хотелось быть похожей на сказочную принцессу, как я называла свою учительницу. И моя мечта с лихвой сбылась. Это было здорово.
А есть у вас любимчики среди учеников? Но выделять любимчиков, Ну, это неправильно, да. да, это неправильно, любой педагог скажет так, но тем не менее все равно есть те обучающиеся, с которыми учитель чаще общается. Это могут быть дети, которые интересуются Предметом. предметом, соответственно, у которых появляется желание участвовать в каких-то конкурсах, конференциях, олимпиадах. И вот, соответственно, но любимчики их называть, наверное, сложно и нельзя, наверное, но тем не менее, вот так я отвечу. А дети, вот как отличаются нынешние дети от там, тех детей, которых вы учили там, сразу после окончания вуза? То есть вот там, 5 лет назад школьники были другие или нет? Но все равно сменяются поколения, и у каждого поколения могут быть свои какие-то отдельные стороны, может быть, они испытывают проблемы нового нашего времени, да, но тем не менее дети всегда остаются детьми, потому что те, можно сказать, научные какие-то изыскания наших великих педагогов прошлого, вот в наши дни, и они остаются актуальными. Так что наверняка что-то все равно, что-то постоянно остается, да? Да. Какие-то Какие-то моменты. определенные нравственные ориентиры, Да, они остаются, да, да. вечные ценности. А другие, они, конечно, с гаджетами очень хорошо дружат, да, вот сейчас век цифровой образовательной среды, конечно, они в этом вопросе более продвинутые. В этом очень много плюсов, но для нас, как для учителей, в этом кроются и определенные минусы, что преобладает клиповое мышление, что дети очень многие затрудняются в таких элементарных вещах, как найти главную мысль в большом тексте на 5 страниц, потому что они привыкли мыслить именно слайдами, клипами. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на современное поколение, но, тем не менее, я согласна с Павлом Николаевичем, что дети во все времена, они хорошие, добрые, чистые, стремятся ко всему новому, любознательные. Это здорово. Это самый большой плюс нашей профессии. А что-то отличает вот именно детей, которые учатся в городской классической гимназии? Ну, понятно, что у вас вот, ну, бывает стабальников много, да, у вас очень постоянно участвуют в научно-практических конференциях дети. Ну, я бы Вот, а вообще сказала, вот в целом? я бы сказала так, что городская классическая гимназия, она преемница средней школы номер 8, которая еще с 1941 года славилась вот действительно тем, что давала академические фундаментальные знания. И сейчас мы являемся образовательным учреждением продвинутого уровня. У нас изучается 2 иностранных языка. С 5 класса дети изучают французский, немецкий, китайский. И понятно, что и требования к нашим детям намного выше. И понятно, что каждый ребенок стремится реализовывать себя вот в таком сложном учебном плане, во внеучебной деятельности. И городская классическая гимназия всегда отличалась тем, что наряду с фундаментальными знаниями и еще и предлагала всегда детям очень широкие возможности для саморазвития. Это и во внеучебных элективных курсах, и на кружках, на секциях. Вот как вы уже сказали, участие в конкурсах. У нас мы входим в топ-3 лучших школ города Якутска по результатам Всероссийской олимпиады школьников, в топ-7 школ Республики Саха по показателям качества образования. Конечно, детям сложнее учиться у нас, но, я бы сказала, интереснее. Но преподавателям бывшей 8-й школы же тоже нужно держать планку. Конечно, это безусловно, и я очень рада, горжусь тем, что из 70 учителей у нас 48 учителей высшей категории, 2 кандидата педагогических наук. У нас очень грамотный, высокопрофессиональный коллектив, который действительно должен и держит марку в обучении наших учащихся. Но вот и выпускники потом говорят многие, что гимназия дает крылья. Вот поддерживает ли гимназия связь с выпускниками? Конечно. У нас
очень теплые отношения с выпускниками, потому что те крылья, которые мы им когда-то дали, они позволяют им раскрыться потом во взрослом мире, и они с удовольствием об этом нам рассказывают. У нас есть такой замечательный праздник, как День гимназии, и там проводятся уроки успеха. Наши выпускники приходят, рассказывают, в каких вузах они учатся, какую профессию они выбрали. Это и профориентационные мероприятия, и в то же время мотивирующие для наших учеников. Конечно, каждый выпускник всегда с гордостью рассказывает, что тот фундамент, который ему дала школа, вот он действительно помог ему реализоваться в жизни. У меня тетя закончила 8-ю школу, ей сейчас 65, если не ошибаюсь, лет, и они до сих пор встречаются с одноклассниками. Да. Каждый год. Это тоже наша изюминка, что очень дружные классы. Вот я сама закончила 8-ю школу, причем очень много лет назад, и со всеми одноклассниками мы до сих пор дружны. Вот это, наверное, тоже отличие городской классической гимназии и 8-й школы, что вот какая-то база, которая дается и в нравственном плане, она держит нас на плаву всю сознательную жизнь. Вот я не могу не спросить у учителя истории про новый учебник истории. Ну, как мы все знаем, летом этого года, в этом году президентом нашей страны было принято решение обеспечить все школы новыми государственными учебниками по истории. И вот как раз к сентябрю, к началу учебного года, эти учебники дошли до нас, и мы начали работать уже по новым учебникам. История – это предмет, который действительно имеет большое государственное значение, поскольку история воспитывает патриотизм, история прививает любовь к своей родине. И в этом году по новым обновленным образовательным стандартам мы начали обучать также и другие классы, да, но при том, что учебников пока в других классах нет, в старших классах только, да. И очень отрадно, что в новых образовательных программах предусмотрено отдельно на каждый раздел предусмотрены часы по региональной истории. То есть история Якутии, получается. История Якутии и история города Якутска для наших школьников. И это здорово. Это очень здорово. А, кстати, учебник по истории города Якутска, он... По истории Якутии буквально на днях презентовали новое учебное пособие доктора исторических наук Андрея Афанасьевича Борисова. Но при этом я еще не ознакомился с содержанием этого учебного пособия, но тем не менее думаю, что можно смело использовать учебное пособие такого известного автора. Это по истории Якутии? По истории Якутии. А по истории Якутска? По истории Якутска есть пособия, которые были изданы уже относительно давно. Давно, да. Да, но в последние годы тоже активные дискуссии по этому вопросу ведутся. И думаю, что в скором времени на следующий учебный год должны успеть издать учебник школьный именно. Не учебное пособие, а школьный учебник по истории Якутии, который как раз вклинится в нашу новую образовательную программу. Потому что, пока нету, понятно, по истории России теперь единый учебник, а если по истории родного края пока нету таких единых учебников, все-таки каждый преподаватель, наверное, тут простор для творчества остается, да? Что именно выбирать, да, на какие моменты делать акценты. Да, но очень отрадно, что наш новый учебник по региональной истории будет основан на трехтомнике по истории Якутии, который был издан к столетию республики. Ну и такой предмет, история, обществознание, вы сами сказали, что государственное значение сейчас это имеет. А бывает ли так, что старшеклассники задают какие-то вопросы, которые могут в тупик поставить учителя? Могут такие вопросы возникнуть, поскольку дети ведь
у них ведь тоже идет активная мыслительная деятельность, и вопросы у них возникают, и это естественно, да? Но тем не менее учитель с высоты своего образования, с высоты своей квалификации, ну, должен дать ответ, авторитетный ответ на все возникающие вопросы. Учитель, он же проводник государственной Да, образовательной политики, политики. и он, я бы даже сказала, не имеет права входить в тупик, Да. да? Он должен четко разъяснить ребенку, растущему, да, что есть хорошо, что есть плохо, к чему стремиться. Да. Я думаю, это правильно. Ну вот уроки о важном появились в прошлом году, да? Вот насколько это вошло уже в практику, насколько это интересно? Разговоры о важном, введенные с прошлого года, на мой взгляд, очень своевременно были введены, потому что мы в какое-то время в образовании отошли от нравственных ориентиров в обучении и воспитании. На самотек немножко это было пущено, и то, что мы вернулись вот к четкому пониманию, что ребенок должен знать, чтобы вырасти настоящим человеком, настоящим патриотом, человеком, который может протянуть руку помощи другу, если он оказался в беде. И вот именно разговоры о важном, они об этом. И я очень рада, что каждый классный руководитель это воспринял именно так. Это уроки нравственности, по-другому можно сказать, и уроки ориентирования в этом большом сложном мире, чтобы не заблудиться, не потеряться, пойти правильным путем. Ну, то есть, действительно, получается, как это у многих педагогов вызывало возмущение, то, что образовательные услуги называются именно услугами, да? Тут подтверждается еще и воспитывающая вот это вот Воспитывающая функция образования, да. И, в общем-то, и детям нравится разговор о важном, потому что вот там-то как раз они могут задать вопросы своим классным руководителям, получить нужные ответы, задуматься о своем месте в жизни. Это важно. И там вопросы коммуникации, дружбы, как вот друг с другом контактировать, с детьми, с учителями, со взрослыми решаются. Это очень интересный курс, который решает свои определенные задачи в полном объеме. Но все равно главную роль в воспитании занимает семья. Вот как семья и школа в этом процессе взаимодействуют? Семья и школа, вот я часто привожу такую метафору, что вот невозможно хлопать в ладоши одной ладонью. Вот одна ладонь – это школа, а другая – это семья. И, соответственно, если мы, как союзники, в одном направлении будем думать о развитии своих детей, об их будущем, то удастся вырастить успешного, счастливого ребенка. Это самая наша главная задача. И, конечно, семья здесь играет огромнейшую роль. И я рада, что у нас в школе родители – это действительно наши союзники. У нас есть прекрасный родительский комитет. У нас есть в каждом классе союзники классного руководителя, которые помогают организовывать воспитательную деятельность с детьми и с классным руководителем на одной ноте. Они же у нас проводят различные родительские всеобучи, мероприятия, такие конкурсы, как, допустим, хоровых коллективов, конкурс патриотической песни. В этом году мы собираемся с родительским комитетом провести конкурс для детей и для родителей, посвященный учителю, году педагога и наставника. Это тоже очень большая воспитательная функция. Конечно, без семьи воспитание наших детей – это просто пустое слово. Одна школа не справится с воспитанием настоящего, счастливого, успешного человека. В одном из интервью, кстати, вы говорили, Клара Егоровна, что атмосфера в гимназии выстроена таким образом, что дети не гонятся за баллами ЕГЭ и оценками, а получают удовольствие от процесса обучения. Вот какие методы вы для этого используете в школе, чтобы вдохновлять и мотивировать учеников? У нас в школе очень много замечательных традиций. Вот сейчас, буквально в эти дни, мы начали готовиться к литературному балу. И вот каждый класс выставляет пары
учеников, которые будут участвовать на этом мероприятии. Они изучают литературу XIX века, они изучают произведения, они готовятся, вот прямо вживаются в эту эпоху, костюмы готовят. Вот это пример того, как школа формирует традиции и любовь к своей гимназии. Очень много таких мероприятий, которые характерны только для нас. Например, интеллектуальный конкурс «Счастливая восьмерка» проводит только городская классическая гимназия. И, конечно, дети, участвуя в таких мероприятиях, они начинают любить свою школу, потому что она им дает творчество, вернее, возможности для проявления своих творческих каких-то инициатив. И вот ЕГЭ и ОГЭ мы уделяем огромное внимание. Я не скажу, что мы задвинули их на задний план, но тем не менее вот это разумное сочетание учебной деятельности и воспитательной, наверное, и позволяет нашим детям чувствовать атмосферу, неповторимую нашей школы, что знания и мероприятия традиционные нашей школы, они идут как-то вровень. И еще вот в нашей школе есть такая интересная традиция проводить профориентационные туры с поездкой в разные города, например, в Москву, Санкт-Петербург. В прошлом году наши дети съездили даже по культурному обмену в Казахстан. И вот такие мероприятия, которые характерны для нашей школы, тоже их очень помогают им сдружиться, сплотиться и проявить свои таланты. Это с классным руководителем С едут? классным руководителем, с родителями вместе ездят. Приезжают они оттуда, вот Павел Николаевич ездил в прошлом году в Казахстан, они приезжают выросшими на 2 головы, сдружившимися, любящими свою гимназию, свою родину, Якутию. И вот это самый главный результат наших традиционных мероприятий, которые проводятся в гимназии. А расскажите про Казахстан. С каким классом вы поехали? Почему именно в Казахстан? В Казахстан для этой культурно-образовательной программы мы набрали желающих гимназистов из числа старшеклассников, то есть туда ездил не какой-то отдельный класс, да? Вот. И с группой учителей иностранных языков, истории мы съездили в Казахстан, посетили 2 столичных города, ознакомились с вузами, ну и, конечно же, выстроили партнерские отношения с гимназией, с лицеем города Астаны. И, соответственно, проводили с этой гимназией множество совместных мероприятий. Это не только вот какие-то воспитательные или культурные мероприятия, прежде всего это образовательные. Мы провели научно-практическую конференцию студентов и школьников в Евразийском национальном университете имени Гумилева. Ну и, соответственно, организаторами этого большой программы была не только наша гимназия, но и Северо-Восточный федеральный университет, Евразийский национальный университет Астаны и лицей номер 60 из Казахстана. Культурное обогащение, образовательный рост, да? Да. Рост вот коммуникативных связей. Очень много плюсов вот в таких проектах, которые организовывают наши гимназии. Ну, это очень интересно, тем более, что у нас с Казахстаном и с республикой подписано соглашение, да, Александр Сергеевич Николаев встречался с президентом Казахстана, и вот наши кинематографисты недавно съездили, и, в принципе, у нас и в советское время, по-моему, были, тоже тут проводились и дни литературы казахской, Да, да. и так далее, то есть такие давние, в общем, связи. А кому-то из ребят потом захотелось вот после этой поездки там учиться или что-то вот такое? Желание, конечно, появилось, да, потому что у некоторых ребят, но тем не менее это просто может быть сиюминутный эффект вау, да, но я думаю, что они взвесят за и против и сделают свой выбор уже для себя, но тем не менее они уже будут при поступлении, при подаче документов, какой университет выбрать, уже, соответственно,
обратиться к этому своему опыту. Мгм. Но я так понимаю, что у вас профориентационная работа тоже так поставлена, да, в школе отдельное внимание уделяется Да, этому. в этом году появилась очень хорошая профориентационная программа, профминимум называется. Каждый четверг проводится занятие, но мы в городской классической гимназии расширили вот не только в четверг эти занятия. Вот, допустим, дети классами собираются посетить, скоро собирается очень хорошее такое мероприятие «День науки». Вот где и эксперименты проводят, и научно-исследовательские мини-проекты они там сразу реализуют. Вот это же тоже профориентация. И вот наши дети туда прямо классами собираются идти. Также недавно наши дети приехали с образовательного профориентационного тура из Санкт-Петербурга, где они посещали не только культурные места, да, а вузы, в которые уже они нацелены поступить. Это тоже вот большую роль играет, да. И встречи с учеными, встречи с нашими выпускниками тоже профориентационные у нас проводятся. Работа, да, на очень таком хорошем уровне построена именно по профориентации. Мгм. Ну и вот про научно-практические конференции я уже упомянула, да, где ученики гимназии постоянно участвуют. В таких конференциях оценивается в первую очередь умение проводить самостоятельную исследовательскую работу. А вот как вы поддерживаете и развиваете у учеников вот эти навыки самостоятельного исследовательского обучения? Исследовательские навыки в нашей школе начинаем формировать с начальной школы. В первых-четвертых классах проводится традиционная научно-практическая конференция «Мир вокруг меня». В пятых-шестых классах «Путь в науку». И в седьмых-одиннадцатых классах это уже сознательная подготовка к НПК «Шаг в будущее». И очень радует, что год от года участников становится больше, призеров, дипломантов НПК «Шаг в будущее» становится больше. И исследовательские навыки у нас еще формируются в 8 классах. У нас есть прямо курс «Научно-исследовательская деятельность». Все без исключения восьмиклассники в конце года весной защищают свой научно-исследовательский проект. А в 10 классе это индивидуальный проект. Каждый год он у нас меняется. Пару лет он у нас был только бизнес-проект. С прошлого года в связи с внедрением ФГОС это стали различные проекты гуманитарного, технического и бизнес-направления. То есть вот сознательно эта работа ведется, начиная с 1 класса. Понятно, что вначале это с помощью родителей, а дальше уже переходит на самостоятельный уровень исследовательских работ. Мгм. Ну и ведь они ж выбирают сами какой-то предмет, да, по которому они будут писать Да, работу. они Вот в любой по момент какому? учащиеся и во время перемен, да, могут подойти к учителю, что у них есть желание участвовать в таких конференциях, и уже с учителем начнут советоваться, выбирать тему, да, учитель предложит свои, может быть, какие-то темы, может, родители туда подключатся. То есть на самом деле вот выбор темы – это очень важный этап, да. Удачно выбрал тему, то есть чтобы тема сама интересовала учащегося, вот это, наверное, самое главное. А вы подсказываете темы, если вот к вам Да, подходит? конечно, можно, учитель может подсказать, и в конце концов дети очень хорошо владеют информационными технологиями, то есть они могут обратиться в сеть, и какие интересные темы на всероссийских конференциях бывают, да, и может тогда придет, ну, не скопировать какую-нибудь чужую тему, да, а чтобы темы и работы других учащихся тоже могут навести на какие-то определенные мысли. Есть еще очень интересный опыт. В прошлом году мы провели коммунарские сборы весной, и на коммунарских сборах разделились на команды. Каждая команда разрабатывала свой проект. Причем проект, основанный на актуальных, нужных для нашей школы каких-то новшествах, которые они хотят внедрить в здании нашей школы. Выиграли 3 проекта. И очень нас радует, что Министерство финансов поддержало такой проект, как школьное инициативное бюджетирование. И эти наши 3 команды сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Им выделены деньги на реализацию этого проекта. То есть вот исследовательский проект детей теперь уже получит конкретный реальный результат в виде улучшения образовательной среды
среды, создания комфортных условий в нашей школе. То есть Это уже реальный проект, который будет реализован. У нас будет 18 ноября открытие. И, соответственно, дети там непосредственно принимают участие. Они и красят, они и создают эту проектную документацию, защищают ее. У нас будет голосование за лучший проект. Это, ну, как вот в маленьком, в уменьшенном виде настоящий бизнес-проект прямо с финансированием. который прям получит воплощение. Да. Да, да. Слушайте, ну это очень здорово. Благодарю вас за беседу. Хочу вам пожелать дальнейших профессиональных успехов, достижений. И, конечно, достойно выступить в следующем году на всероссийском этапе. Спасибо. И Спасибо вам благодарных большое. вам учеников. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.